Казахская народная сказка «Три охотника». Жили на свете три охотника, двое с бородами, один безбородый. Как-то раз отправились они в степь стрелять птиц. Весь день проходили напрасно и только под вечер подстрелили дрофу. Вот поставили охотники шалаш, развели костер, хотели разделить добычу, да и остановились. Дрофа ведь одна, а их трое. Бородачи говорят: пусть дрофа достанется тому, кто дольше всех просидит молча и не скажет ни слова. Ладно, соглашается безбородый, будь по-вашему. Уселись они перед костром, молчат. Точно у каждого вода во рту, и только посматривают друг на друга и ждут, кто же первый заговорит. Час прошел, другой прошел, третий, никто не раскрывает рта. Тогда безбородый молча взял дрофу и стал ее ощипывать. Бородачи смотрят на него и ни гу-гу. Ощипал безбородый дрофу, молча положил в казан и поставил на огонь. Бородачи смотрят на него и ни гу-гу. Сварилась дрофа, безбородый молча вынул ее из казана и давай уплетать за обе щеки. Бородачи смотрят на него и ни гу-гу. И только когда он обсосал последнюю косточку, бородачи завопили в один голос: «Да ты как смел против уговора съесть дрофу? Ведь это разбой!» А безбородый засмеялся: «Чего вы злитесь? Забыли про уговор? Было сказано, что кто дольше промолчит, тот и получит дрофу. Верно? Вы первые заговорили, стало быть, дрофа моя. Так о чем же тут спорить?» Почесали бородачи бороды, видят, попали они в просак. Пришлось им лечь спать на пустой желудок. На другой день подстрелили охотники двух гусей и одного куличка. «Как же мы разделим добычу?» – спрашивают бородачи. А безбородый отвечает: «Вас двое, а я один, гусей тоже двое, а куличок один. Возьмите себе куличка, а я возьму двух гусей. Тогда вас с куличком будет трое и нас трое». Брат, — говорят бородачи, — ты, кажется, хочешь нас надуть. Всякий скажет: гуси лучше куличка. Безбородый глазом не моргнул. Это верно, — говорит, — гуси лучше куличка. Так ведь и вы лучше меня. Вот и я предлагаю вам вместо себя куличка, а себе возьму двух гусей. Переглянулись бородачи, будто и правильно рассуждает безбородый. Почесали они себе затылки, вздохнули и принялись за куличка. А безбородый вдоволь наелся гусятины. На третий день подстрелили охотники лебедя, ощипали его, сварили, сняли с огня казан. «Как же мы разделим лебедя?» – спрашивает один бородач. «А вот как», – отвечает другой: «оставим мы на ночь лебедя в казане, а сами ляжем спать. И кому приснится самый необыкновенный сон, тому и достанется лебедь». «Ладно, — говорит безбородый, — будь по-вашему». Легли охотники спать. Безбородый как растянулся, так сразу и захрапел. А бородачи до полуночи ворочались сбоку на бок, все выдумывали себе сны помудренее. Утром безбородый говорит: «Ну, рассказывайте же ваши сны». Начал первый бородач: «Снился мне удивительный сон, будто я превратился в тулпара. За плечами у меня, как у сказочного коня, выросли крылья, а на ногах серебряные копыта, а на плечах золотая грива. Тряхнул я гривой, взмахнул крыльями, ударил копытами и в 3 прыжка перемахнул степь из конца в конец. Тут явился предо мной неведомый прекрасный богатырь. Он вскочил мне на спину, и я, почуяв на себе могучего седока, взвился так высоко, что не видел земли. Закружилась у меня голова, и я проснулся». Второй бородач стал рассказывать: «Хорош твой сон, приятель, да мой лучше. Снилось мне, будто я и есть тот неведомый прекрасный богатырь. И вот вдруг подбегаешь ко мне ты, обернувшись тулпаром. Вскочил я на тебя, ухватился за гриву, и взвился ты в небо. Скачем мы по небу все дальше и дальше, впереди солнце, позади луна, под ногами звезды, молнии, облака, и со всех сторон летят ко мне юные пери в светлых одеждах, целуют меня эти волшебницы,
осыпают драгоценными подарками, а я тянусь к ним руками, но не могу поймать ни одну и не могу оставить Тулпара. Тут сон мой кончился, и я не знаю, что было дальше. Тут начал рассказывать Безбородый. Хороши ваши сны, приятели, ах, как хороши! Где уж мне тягаться с вами? Снилось мне, будто сидим мы в этом шалаше, и вдруг один из вас превратился в Тулпара, а другой в неведомого прекрасного богатыря. Тулпар тряхнул гривой, взмахнул крыльями, ударил копытами и в 3 прыжка перемахнул степь из конца в конец. Тут откуда ни возьмись, появился перед ним неведомый богатырь, вскочил ему на спину, и взвились они в небо. Заплакал я горько, эх, говорю сам себе, не вернуться теперь. Видно, мои приятели на землю, и теперь уже больше им не нужен. Дай же я хоть помяну их с честью. Взял да и съел с горя лебедя до чиста. Что ты говоришь? — вскричали разом бородачи. Этого не может быть. Заглянули в казан, а там одни только